138. Какие-то подрядчики кто-то тащит Северстрой. Вагончики свои. По трассе там прокатимся налево. Город Ухта расположен в центральной части Республики Коми. Данная республика относится к Северо-Западному федеральному округу. Район приравнен к крайнему северу. Находится на широте 63,562 и долготе 53,684. Мы с вами прокатимся от Ухты до Усть-Ухты в северо-восточном направлении. Проедем 21 километр. Это у нас примерно заняло полчаса. Дорога снежная. Приятного просмотра. Из-за музыки в машине YouTube заблокировал у меня небольшой кусочек, поэтому заменю его рассказом, как проходило путешествие в начале 20 века из Москвы в Ухту. Был такой маршрут. От Москвы до Архангельска на протяжении 1049 верст путь совершается по железной дороге в течение 36 часов. Далее от Архангельска надо ехать морем до Устьев-Печоры в течение 4-5, а иногда 8-9 дней. В худшем случае возвращаться обратно и ждать, когда очистится ото льда устье этой реки. Затем надо ехать на пароходе по самой Печоре до села Ижма. Это 258 верст. Это занимает 6 дней. Далее вверх по течению реки Ижмы путь совершается уже в лодках. И на расстоянии 230 верст приходится тратить уже целых 106 часов. То есть в час делать только 2 с небольшим версты. Весь путь от Москвы до Ухты через Ледовитый океан, рек Печору, Ижму и Ухту имеет протяжение 3859 верст. Это более 4000 километров. И при условии безостановочной езды это можно сделать не менее как за 11-12 суток. Но езда без остановки возможна лишь по железной дороге от Москвы до Архангельска. Дальше начинается целый ряд случайностей на более или менее продолжительный срок, ее прерывающих и не дающих возможности даже с приблизительной точностью сказать, на какой срок она может затянуться. В 1908 году стали заводить разговоры о необходимости строительства железной дороги. И в 1936 году было постановление о строительстве железной дороги Усть-Вынь-Чебью. И в 1940 году с железнодорожной станции Чебью отправился в Котлас первый пассажирский поезд. Садится, видишь? Даже я запутал заезд, вот он, ты себе. Если честно, мне тут не нравился. Вот обрати внимание, вот здесь кирпичный завод. Я тебе говорю, вот сейчас, что там написано?
работает. То есть она нижнего, что ли? Тоже кирпичный завод. Значит, у нас их два, что ли? Ничего себе. Ну, действующий, вон, видишь, все дымится, краны стоят. О, видишь, башенный кран. Это Югер, да? Югер. Вот даже 4 этажа, да? Раз, два, да, 3-4. Ну, вот он наш. А вот и деревяшечки двухэтажные. 61 дом. Лесопилка, 11 досок. Давай сейчас перейдем по этому маршруту. О, Через вон сколько ИПЦ. адреса. Сейчас прокатимся. Что-то на параплане в этом году я не Ну и как видела. здесь было? Высоко почистили, какая Да, высота, да, бортиков на дороге высокая, конечно. Все, Ухта закончилась. А здесь вот картофельные поля. Ну вот мы проехали сейчас. Да, вот там первое, вот второе. Люди тут, кстати, сажают. Сами по себе. Землю раздали. Слушай, а тут белые деревья, ничего себе. Да какой-то в другой мир попали. Ничего себе. Это что такое-то? Зимовок это называется. У нас не так. Обалдеть, это как это? Так интересно. Это так, видимо, завихряет, что ли. Интересно. Усть-Ухта, Четлас, Сосногорск. Усть-Ухта. Там вот красивый такой подвесной мост через реку Ухта. Здесь я не ездил уже 100 лет. Ага, и потом она в Ишму впадает. Усть-Ухта. Так, а эта дорога куда? А это вот сейчас на Крыску ведет. И ТЦ там, нефтянка. Помнишь, мы ездили как-то через Да. Усть-Ухту? Да. То есть вот так объедем через Усть-Ухту и тут выйдем. Это кто? Я испугалась, волки, что ли? Если раньше вот у нас офис был там, я тут на работу ездил. И чё? Вообще не будет это врезался, что ли? Ну, надеюсь, это не волки. Да, они собаки. Ой, сколько тут собак, да и там еще собака.
же УКС раньше. Ой, какая красота. Охранник вот гуляет. Интересно, что вы сейчас здесь, компомерчик? Газпром что-то написано. А это что вот это? Вот это. Где? Вот это. Не знаю. Какая-то котельная или что. Такой, все знаешь, какие-то эти резервуары. Такой в сине-белом, да, и в красном, в таком белом цвете. Там тоже какие-то все здания. Красный кирпич. Это барак что-то остался. Где барак? Слева. А, да? Я не успела посмотреть. Господи. А, вон там все здание. Тут вообще жизнь. Ну там заброшки, мне кажется. Вообще одна колея. Тут никто не ездит. Видимо, все туда едут сразу на Ухту. Нет, ну сейчас мы будем приезжать в нефтянский офис. Нефтяников. Ухта один называется. Тракторы висят. Тут какие-то дороги накатаны. Ой. Вот такая широко расчищенная дорога. Хоть и для одной машины, да, вот так накатано. Видно, что движение такое тут интенсивное. Но чистят хорошо, еще и посыпано все этим песочком. Ухоженная дорога. А деревья белые. Обалдеть. Интересно, да? Автобус. Это так быстро пролетели мы. СМТ с вашим монтажным 300. Ага. Много интересно. Главное налево. Ага. А тут вон тоже какие-то эти здания там стоят. О, запахло этим Горелым. сероводородом. Горелым каким-то. Мне кажется, как будто, Это вот здесь вот нефтянка, что ли? как будто после пожара какого-то запах. А, да, вон он, нефтянка, вон там тупик. Угу. Вот от них воняет. Ладно, через Усть-Ухту проедем. Это что, так нефтью пахнет, что ли? Да, нефть воняет так. Вот тут вонища. Мы тут ездили по грунтовке летом, что ли. Ну, то есть не зимой. А вот вот идет. Наезженный. Слушай, а тут это совершенно другая уже дорога. Смотри, зимняя. Ну да. Это же как зимник. Зимник, ага.
пошли.